На этом уроке все не по стандарту, нет ни парт, ни книг, а только ярко-желтый чемоданчик, содержимое которого раскрывается в процессе обучения. Оформлен чемоданчик чувашским орнаментом, внутри волшебные интерактивные игры и дидактические материалы, помогающие быстро и увлекательно изучать чувашский язык. Роль педагогов на занятиях выполняют не преподаватели, а студенты-волонтеры, компетентные в методике проведения языковых занятий. Мы добровольно, как волонтеры, обучаем других, потому что этому требует душа. Сначала прошло обучение, 3 дня. Мы учили сами, играли в эти игры сами тоже. Попробовали сами, оказалось весело, интересно и познавательно. Такой подход позволяет проекту стать для молодого поколения более понятным и доступным. Первые занятия решили провести в стенах родного университета. Результат – яркие эмоции студентов и отзывы преподавателей. В первую очередь я рада не только за участников проекта, а рада за наших студентов, у которых развиваются компетенции изо дня в день. Они развиваются, они растут на глазах, и они, как настоящие педагоги, уже проводят самые сложные уроки в любой ситуации, в любом месте. Участники проекта также освоили игровую обучающую платформу «Кахот» и создали ее на основе викторины «Мой дом Чувашия», которую сразу же с удовольствием протестировали на своих смартфонах. Будущему педиатру Екатерине Рокиной урок очень понравился. До переезда в Чувашию из Республики Мари Эл она не задумывалась о том, что где-то ей чувашский язык может пригодиться. Я считаю, что такие проекты нужно проводить, чтобы люди, не знающие языка, например, как я, получили стимул его больше изучать, узнавать. Мне эти знания пригодятся, но их нужно углублять. Так как я учусь в Чувашии, и все практики в больнице, там этот язык мне может и пригодиться. В конце занятия участники семинара поставили танцевальный флешмоб под современную чувашскую песню. Изучение языка, любого языка, оно требует вот таких творческих вливаний. То есть нам грант в чем помогает? Заинтересовать тех самых людей, которые, возможно, может быть, немножко хладнокровно смотрели на изучение языка. В данном случае это их завлекает в форме игры, викторины и других. Команда волонтеров-филологов планирует упаковать свой чемоданчик и отправиться дальше обучать родному языку. Екатерина Шеверова, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Республика.